90 гектар жоқ уже. Қаш эле жақтан құйым эме болуп аткан. Июня 2019 года село Петровка Московского района произошел большой сильный пожар. Сгорели зерновые культуры, пшеница и ячмень. Причина возникновения этого пожара, как вы видите, наглядно можно снять и показать, что произошел по причине того, что здесь в этот день в час 30 дня проехал пассажирский поезд. Есть очевидцы, которые на поле косили комбайнеры зерно, и были трактористы, пастухи, которые видели это происшествие. Очаг произошел в нескольких местах, начиная с территории Жаильского района, села Полтавка и село Петровка. Как вы видите, протяженность этого пожара довольно очень большое. Очаг возгорания произошел от железной дороги. Когда мы приехали сюда, мы постарались своими силами потушить этот пожар. Ну, потому что не смогли потушить, потому что шел сильный ветер. И этот огонь перенесся на массивы зерновых культур. Как видите, большие массивы сгорели зерновых культур в село Петровка, который сгорел около более 300 гектар зерновых культур. Я Чигридов Павел Иванович, крестьянское хозяйство Дарья называется он. Мы вот тоже были свидетелями и участниками вот этого пожара, пытались затушить этот огромный пожар, такую беду большую. Но, к сожалению, ничего не смогли сделать, потому что был очень большой ветер. И попытками просто обкосить или это, просто не было возможности потушить этот пожар. И хотим обратиться к людям, чтобы было проведено объективное расследование, потому что после прохождения, здесь свидетели уже говорили, после прохождения поезда возник вот этот пожар. Пожарки фактически приехали у нас уже, когда пожар почти потух, и то они еле-еле, ну там какие-то технические неполадки у них, причины, конечно, это... Можно сказать, что после, как мы услышали, что произошло возгорание вдоль железной дороги в час 45, после этого сразу позвонили в пожарную часть Московского района. И прибыв сами на поле, пытались потушить этот пожар, потому что тут были на полях трактора, которые помогали опахивать. Ну, так как стерня стояла хорошая, вот сами наглядно видите. Тут урожай хороший должен быть. Да, и ветер сильный шел. Мы не смогли это перепахать. А пожарная часть Московского района, она не доехала до поля своевременно. Если пожарная часть, пожарка приехала бы вовремя хотя бы, такого объема ущерба у нас, конечно, в Петровке не было бы. Они не доехали сюда своевременно, потому что машина в неисправном состоянии. И одна единственная машина на весь московский район. Практически огонь был потушен. Потушилась сама по себе, потому что там, как вы видите, в южной части села Петровка, там находились клеверники и кукуруза. Если этих кукурузы, клеверников не было бы, то масштаб этого пожара был бы непредсказуем. Ну, я хочу сказать насчет ущерба. Здесь мы на своих 90 гектарах ожидали урожая свыше 35 центнеров с гектара. Мы здесь внесли очень много удобрений, сделали очень много затрат. И планировали получить где-то в пределах около 300 тонн зерна. Ну, здесь где-то здесь было. Ну, вот это зерно у нас как бы погибло. Сами посчитайте, какой мы ущерб понесли из-за этого. И, конечно, мы хотели обратиться к правительству, чтобы правоохранительные органы или соответствующие органы провели объективное следствие, выявить причину этого пожара. Вот площадь
90 гектаров, рядом 30 гектаров, выше 27 гектаров.